что это такое, как это собирают, что с ними делают и для чего делают. Естественно, у меня есть кое-какой план действий, однако это не означает, что мы будем, не обязательно означает, что мы будем строго двигаться по этому плану, поскольку мне было бы удобнее с вами взаимодействовать, если есть какие-то непонятные моменты, которые можно остановить, более подробно разобрать, если что-то непонятно. Или какие-то у вас есть свои собственные представления, вопросы, задачи, проблемы, которые вы хотели бы разобрать. Итак, данные. Значит, с прошлой лекции мне важно взять то, что Андрей Егоров говорил относительно того, что аналитика не бывает бессубъектной. Она всегда завязана на ту позицию, кто эту самую аналитику делает. Что это означает? Это означает, что у нас или вас должна быть конкретная практическая задача. Что сразу отсекает вопрос праздного любопытства. То есть, если мы валяем дурака и нам нечего делать, то, конечно, можно поиграться с данными, что-нибудь там найти, но при сегодняшнем уровне развития и баз данных, и софта, это слишком утомительное занятие, можно найти гораздо проще и более приятные способы времяпрепровождения. То есть у нас должна быть практическая задача. Далее. Если эту задачу мы можем решить каким-либо другим способом, не используем данные, то лучше ее так вот и решать. Опять, не надо заморачиваться. Чего это касается? Это касается, когда, скажем, у нас или у вас очень хорошо развита интуиция. И мы знаем, как на самом деле. Большинство, я в прошлый раз упоминал, что меня часто, иногда я буду рассказывать про то, что меня бесит. Да? Вот когда делается анализ данных, аналитика какая-то из праздности, вот это очень плохо. Да? Когда человек не знает, для чего он это делает, зачем это делает и прочее. Или еще хуже, когда он знает, как на самом деле, и начинает эти самые данные подгонять. Либо под свое представление, которое у него заведомо сформировано, либо, что чаще бывает, особенно во всевозможных бизнес-структурах или каких-то государственной отчетности, под то представление, которое уже есть у начальства. То есть данные, мы сталкиваемся, мы используем анализ данных, собираем данные тогда, когда мы сталкиваемся с неизвестностью, и у нас никаких других способов решения этой самой проблемы, в общем-то, как-то на обозримом горизонте не намечается. То есть вот представление о том, что мы столкнулись с неизвестностью. Что мы дальше начинаем делать? И тут, собственно говоря, можно ввести, я несколько буду перебирать то, что говорил Андрей Егоров на прошлом занятии. Поломалась. Ладно. 3 таких, что ли, исследовательских стратегии, да? Когда у нас ситуация 1. Какой-то есть объект, который нам непонятен. А задача заключается в том, чтобы каким-либо образом с этим объектом взаимодействовать, а так, чтобы не сесть в лужу. Это может быть сравнение какое-либо, да? То есть мы, если тут было на прошлом занятии, мы не знаем, где дешевле купить штиблеты, да? То есть в Беларуси или в Вильнюсе. Да? Мы сравниваем разные вещи, делаем здесь, смотрите, дешевле, здесь дороже. Мы решаем свою конкретную практическую задачу. Это самая первая исследовательская стратегия, когда мы просто собираем данные о том, что нам неизвестно. Да? Мы описываем наш объект каким-либо набором характеристик, и потом сравниваем эти характеристики между собой. Но на этом мы можем не останавливаться. Вторая штука у нас случается тогда, когда мы вроде как уже знаем наш объект.
у нас уже сформировано какое-то представление, он написан, но мы не знаем, где этот объект будет с течением времени. И тогда, если вот эта стратегия ориентируется на то, чтобы синхронистично, да, то есть как бы сделать моментальный срез нашего объекта, да, как он есть на данный момент времени, да, то вот эта штука, она уже направлена на то, чтобы понять какие-то принципы, закономерности функционирования этого объекта, в кавычках, самого по себе, да, чтобы знать, где он окажется с течением времени. Третий момент. Мы так хорошо поработали, что мы знаем, где он окажется. У нас есть модель какая-то этого объекта. А надо нам, чтобы он оказался вот здесь. И тогда наша задача, наша исследовательская стратегия направлена на то, чтобы выявить какие-либо факторы, которыми мы можем управлять, для того, чтобы воздействовать на наш этот самый объект. Это, собственно говоря, уже получается такая модель. Собственно, вот всякая стратегия идет вот от более простого к сложному. Если вы хотите иметь модель объекта, вам в любом случае необходимо начинать вот с этих самых более-менее простых подходов к сбору данных о нашем объекте. Теперь такая штука. Это понятно? Коля, ну это понятно, ты, может, просто примеров дай каких-то практических, чтобы это было так, формально. Просто из своей практики. Ну, давайте так, значит, например, у нас есть абонентская база, и мы не знаем, то есть понятно, что она каким-то образом, она неоднородна, что она каким-то образом внутренне имеет закономерности, какие-то различные сегменты, и мы решаем задачу сегментации. Ну, условно говоря, мы можем наших этих самых абонентов, клиентов, покупателей, кого-то еще распределить по каким-то различным самым группам. Хорошие клиенты, плохие клиенты. Те, кто много платит, те, кто мало платит. Соответственно, понятно, что в зависимости от того, с кем мы имеем дело, мы будем делать им разные предложения. Динамика, ну, например, есть такой в телекоме, ну, я, наверное, буду приводить примеры из телекома, потому что это еще более-менее я еще помню, да, потому что совсем недавно работал на одного мобильного оператора. Социологию я уже практически все позабыл, потому что было это очень давно. Понятие гроссов, да, притока клиентов и, соответственно, оттока клиентов. Тут очень забавная штука. Нам кажется, что мы принимаем решения абсолютно самостоятельно и независимо от какой-либо внешней среды. Но вот этот набор индивидуальных выборов, он подчиняется статистической закономерности. И если мы рисуем динамический ряд притока или оттока, мы можем определить там четко пики. И с достаточно высокой вероятностью мы можем прогнозировать этот самый приток абонентов. Да? То есть мы, в принципе, да, вот, имея просто количество абонентов по дням на достаточно большой динамический ряд, ну, скажем, там несколько месяцев или лучше, там, допустим, полгода, да, по дням, мы можем спрогнозировать, ну, на месяц вперед наши действия. Почему это важно? Да, потому что, ну, скажем, в телекоме это значит, что мы должны разработать какие-либо тарифные планы, втюхать как можно больше там какого-нибудь оборудования, да, чтобы они покупали телефоны, там, смартфоны, планшеты там, и так далее, да, там, модемы. А это значит, что нужно закупить. А если мы закупим больше, то это значит, что остаются складские запасы, это убытки.
И если мы закупим меньше, значит, соответственно, мы упускаем выгоду. И нам нужно знать в каком-то вот этом самом лифте, да, вот в этом лаге, ориентировочное количество, сколько будет покупаться, продаваться. То есть это как конкретная практическая задача. Относительно третьего, ну, например, это задача того же самого апсейла. То есть как бы продажа сверху клиенту. Да? То есть он уже пользуется какими-то либо предложениями, да? А мы хотим ему втюхать еще что-нибудь. Ну давайте вам подключим рингтоны, давайте вам клип подключим, да? Давайте, ну все вот эту вот хрень, которая человеку просто не нужна, но с которой оператор зарабатывает деньги. Да? Опять-таки, если мы разошлем всем эти самые предложения, да, то, как правило, народец будет недоволен. Ну, потому что беспокоит. Значит, нужно определить какую-то чувствительность абонента к тому, что он, вероятнее всего, согласится на такую вот эту самую покупку. Ну, например, есть такая штука, как social network analysis. Это не совсем анализ социальных сетей в том понимании, в каком мы понимаем Facebook, Twitter и так далее, но принцип тот же, да? То есть наша коммуникация, она построена по принципу контактов каждого с каждым, ну, по большому счету, да? В этой коммуникации есть звезды, у которого больше всего контактов, есть такие замкнутые группы, есть те, кто находится на отшибе, да? Если мы понимаем, что вот этот вот товарищ очень хороший, имеет много контактов с другими своими друзьями, да, и он пользуется какой-либо вот той услугой, которую мы хотим втюхать абоненту, давайте предложим его контакты. В крайнем случае они спросят, ну, слушай, ты вот как бы вот, что посоветуешь? Телевидение ВОКа смотришь? Ну, конечно, смотри. Вот. И вероятнее всего купят. Ну, соответственно, по-разному, вот, то есть это задача уже такого поискового режима, найти вот эти самые наиболее склонных абонентов к покупке, например. Или, например, задача определения черта, оттока. То есть понятно, что это такой квазиестественный процесс. Почему квази? Потому что все-таки это делают люди, которые начинают что-то там думать, что-то как-то там соображать. Выгодно ему, невыгодно и так далее, и так далее. Есть куча предикторов, по которым мы можем определить, что вот этот человек, вероятнее всего, уйдет. Ну, давайте как. Мне очень нравится пример. Был такой замечательный социолог Эмиль Дюркгейм. И когда его достала психология, психологическое объяснение социальной реальности, он написал такую книжку, как «Этюд о самоубийстве». То есть бытует мнение, что вот этот нехороший поступок человек совершает сам, это его индивидуальный выбор, и это исключительно психология. Что сделал Дюркгейм? Ну, он попутно как бы сочинял социологический метод, но метод он социологический сочинял именно на этом самом примере, на примере самоубийства. Он проанализировал статистику, и вдруг у него оказалось, что, скажем, жители сельской местности, крестьяне, менее всего склонны к самоубийству, а горожане, наоборот, более всего склонны. Нашел такую зависимость чисто на статистике. Одинокие люди больше, те, которые там семейные там, и прочее, меньше. Да? По рабочим дням меньше, по выходным больше. Что там еще? Религия играла роль, да, то есть атеисты, значит, меньше, как бы вот люди религиозные больше, протестанты, а католики так вообще совсем к этому делу не склонны. И вот, набрав такую статистику, он начал соображать то, что на самом-то деле ведь над человеком давлеет вот эти самые, то, что он назвал социальными фактами. Социальные представления, какие-то механизмы, которые внешне по отношению к индивиду, которые через него действуют. И тогда он нашел такую объяснялку, что это количество социальных связей. То есть, чем больше у человека социальных связей,
тем меньше он склонен к самоубийству. Да? И наоборот. А что такое социальные связи с точки зрения мобильного оператора? Это количество, например, записей в телефонной книге, интенсивность этих контактов, частота разговоров, да? Счет, в конце концов. И, соответственно, исходя вот из этого, рисуется набор данных, ну, как рисуется. Я прошу прощения, а оператор имеет доступ к количеству записей в телефонной книжке? Нет, на самом деле это я наврал. Имеет значение количество уникальных номеров, входящих и исходящих. То есть, условно говоря, если у тебя в записи 100 номеров, позвонит тебе один только, оператор будет видеть один только номер. Да? Но все вот эти номера, они в принципе фиксируются, и ну, они закодированы. В этом смысле не надо паники, как бы вот, не надо паранойю излишнюю развивать. Да? Задача в том, чтобы, например, мы хотели бы иметь комьюнити абонента, да? Максимальное разнообразие номеров. Причем интересно, например, знать не только вот это комьюнити, а комьюнити внутриоператорское. То есть понятно, что если у него, скажем, там, большинство номеров оператора конкурента, то он рано или поздно додумается до того, что не пора ли как бы совершить этого, да, совершить самоубийство и перейти наиболее подлым образом к этому самому конкуренту. Вот. То есть вот такого рода предикторы, которые характеризуют количество вот этих самых социальных связей, в кавычках, этого самого абонента. То есть ты эту модель социальной связи используешь, ну, я себе так объясняю. Как модель, да? Да, я себе это объясняю именно таким образом, потому что зачастую просто, ну это как разница, когда модели могут строить внутри, как бы вот этой самой корпорации, свои сотрудники для себя, для своих контор. Да? И есть такие товарищи, которые берутся на аутсорсинг. То есть, ну, просто консалтинговая контора, придет ребята, мы обеспечим big money, вот у нас клиенты вот эти, и все довольны. Да? То есть, как-то там приезжал к нам один такой товарищ, очень долго хвастался, втюхивал какую-то модель, а у него лучшие клиенты были, так, ну, знаете, как они любят слайд, и наши эти самые, наши клиенты, все как один довольные, там куча логотипов. Да? Среди этих логотипов большим этим самым выделялся Pan Am, американская авиакомпания, которая к тому времени разорилась. Да? Просто спрашиваешь, а вот, ребята, вот это вот что здесь, как оно оказалось? Случайно, не случайно? Как бы. Ну, отвлекся. Значит, я себе так объясняю, потому что обычно существуют некоторые, скажем так, внутрикорпоративные или внутриотраслевые стандарты. Берем этот набор данных и более-менее привычными способами делаем датасеты. Здесь берем такую информацию, так агрегируем, здесь суммируем. Хорошо, если у вас есть такие еще дополнительные возможности, да, чтобы подключить. Вот. Но если нет, то сделаем просто так. Вот. Это хорошо работает как вот принцип, то есть нельзя сказать однозначно, кто сделает лучшую модель, свои сотрудники или этих самых пришлые. Видимо, смысл заключается в том, чтобы было вот это самое взаимодействие, как эти, знаете, как сравнение консультантов с пчелами, да, то есть они как бы летают, собирая мед, да, кормясь этих самых корпораций, они при этом опыляют цветочки. Да, и всегда можно что-то у них почерпнуть и что-то им самим дать. Вот. Почему для меня был важен пример с этим самым Тургеевым? Потому что ну, для меня очень сложно работать с данными, если я не представляю какую-либо антологию за ними. То есть для меня это было как бы вот такая квази-социологическая задачка. Я начинаю понимать, что может влиять на поведение человека, исходя из своих социологических представлений, и начинаю добирать необходимые данные для того, чтобы вот моя модель была более информативной, более качественной. Вот. Ну и тогда, когда вот, допустим, модель сделали, вот, там же опять, ну, допустим,
там, строго говоря, мы получаем в результате не вероятность, а некий скоринг. То есть не факт, что человек уйдет, но шансы велики. И отсюда возникает следующая задача. Ну, допустим, оттока обычных операторов 1%, ну, в худшие месяцы 1,5% от абонентской базы. А модель нам показывает, там, скажем, у склонных к оттоку 20%. Соответственно, предложить им какой-либо бонус, да, это значит, ну, опять-таки, потерять деньги, потому что уйдет все равно 1,5%, а мы бабло упнем на все остальные там, 19%. Поэтому делается еще такая хитрость. Там выбираются самые вкусные, самые такие большие плательщики, и только им адресно, шепотом делается предложение о том, что, дескать, вы там как бы вот это самое. Такой хороший ценный клиент. Да? И опять-таки, если сделать это предложение более-менее массово, там на онлайнере будет вой. А почему Васе, значит, предложили, а мне не предложили? Да? Что вы делите абонентов на два сорта, а я у вас с 99-го года по 15 копеек всегда платил в месяц. Да? Вот. Ясно дело, что неинтересен, да? Пусть уходит. Пусть уходит. То есть вот такие вот самые занятные самые примеры по поводу этих стратегий. Да? Но в любом случае мы начинаем с чего? Мы начинаем с того, чтобы описать наш самый объект. Мы хотим вообще понять, какой объем этого черна, какой объем апсейла. Да? Мы начинаем сначала просто описывать. Хотя бы простыми графиками, да? Чтобы видеть, что там с этим самым объектом происходит. Только потом уже искать закономерность. Вот, то есть... Что вот хотел бы еще раз подчеркнуть, да? То есть у меня есть онтология, она мне, как кажется, помогает справляться с такого рода задачами, но, к сожалению, она совсем не обязательна. И сейчас существует куча дата-сайентистов, кодеров, которые как бы от забора до обеда, пожалуйста, вам напишем, нарисуем, а что оно там будет, как оно работает, ну, никто не знает на самом деле. Логику функционирования нейронных сетей описать могут все, но что она делает и как интерпретировать результаты, ну, это задача большая, очень сложная. Вот. То есть это не обязательно, но, на мой взгляд, приветствуется, и это меня крайне сильно беспокоит. Что вот придет молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Вот. Итак, значит... Это мы говорили про исследовательские стратегии. Что можно было бы сказать, вообще, что такое данные и вообще, как оно все в этом самом мире устроено? Тут я немножко, возможно, буду вас немножко перегружать. Мне кажется, это необходимая информация, это немножко из семиотики. Да? Самая простая схема. Знак и объект, к которому он относится. Да? Самая простая структура знака. Объект, да, который референт, да, этого самого знака, и знак, который к этому объекту называет его, доминирует. А вот слово относится к какому-либо объекту. Да? Яблоко относится к яблоку. Роза есть роза, хоть роза ее назови, хоть нет. Да? Это, что называется, обычные слова. Анализ данных обычно всегда связан с тем, что мы имеем дело с цифрами или даже числами. А с числами какая-то странная штука происходит. А к чему относится 5? Андрей уже в прошлый раз немного касался этой темы. Там, 1, 2, 3, да? Но число 5. 5 яблок и 5 груш. Это все равно 5. К чему оно относится? То есть яблоко мы можем потрогать руками, правильно? А что такое 5? Это где? Это как? Это очень странная такая штука, потому что когда начинаешь думать,
начинаешь понимать, что что-то с этими самыми числами в мире, да, что-то какая-то у них есть какая-то такая своя особенность. И один из таких ответов на этот вопрос предложил, по крайней мере мне известный ответ, предложил Рэндалл Коллинс. Это такой амбициозный, очень крутой социолог, который написал социологию философии. Обычно философы занимались научным познанием. Он взял и написал всех этих философов через социологию. Ну и попутно он вскрыл вот эту самую такую забавную штуку, что число, оно не относится к объекту, а оно относится к нашей деятельности, к нашим действиям. Проще говоря, это действие перечисления. Сколько раз махнули пальцем, да, столько у нас и число. 5 раз махнули, 5. Да? Но из этого следует очень такой нетривиальный вывод, что оказывается числа и отношения между числами в этом самом знаковом символическом мире соответствуют отношениям между объектами. То есть если мы начинаем из 5 яблок отнимать 3 яблока, да, то мы можем манипулировать этими самыми объектами, пальцами, да, с реальностью взаимодействовать, а можем просто вычитать символы или складывать символы. И вот тогда начинается такая странная штука, когда все больше и больше операций мы можем накрутить на эти самые числа. И все они, так или иначе, будут отражать какие-либо характеристики этих самых объектов, отношений в реальности. Там еще много всяких загадок. Возможно, на следующем занятии будет Елена Бардачева, которая более подробно будет вводить вас в теорию там, вероятности и прочее, прочее. Но действительно оказывается, что если мы будем случайным образом извлекать человека и мерить их рост, то как бы они ни были разными, рост будет распределен по кривой нормального распределения, колоколом. Среднего роста будет много, да? Максимальное количество. Низкорослых минимальное и высокорослых тоже минимальное. Это будут хвосты. Среднего роста на том и среднем. И это вот как бы вот эта вот магия цифр, она порой ошеломляет. Когда Гаусс открыл свое нормальное распределение, это было большущее открытие в этой самой нашей статистической науке. Итак, собственно говоря, указывать пальцем на какие-либо характеристики объекта мы можем по-разному. Собственно, в социологии это называлось типами шкал или вопросом измерения в социологии. У нас есть признак, и мы можем каким-то образом его описать. То есть измерить или, по сути дела, приписать какому-либо объекту какое-либо числовое, как правило, свойство. Почему числовое? Во время ОНО, когда компьютеры были маленькими, а датасеты вообще были маленькими, значит, все номинальные признаки кодировались все равно числами. Сейчас я поясню. Считаем яблоки. Посчитаем. Считаем груши. Посчитаем. Яблоки и груши одно и то же. Смотря как. Ну, то есть как бы от наших практических задач, правильно? Если у нас есть задача сварить грушево-яблочный компот, то по большому счету как бы разницы нет. Но если кто-то очень сильно любит яблоки и ненавидит груши, и наоборот, то мы должны четко различать одно от другого. Ну или, например, мужчина от женщин. Для каких-то задач нам нужно различить. Например, гендерного равенства. Да, то есть они
явно не тождествен мужчина и женщина. И, соответственно, получается, что первый вид – это номинальная шкала. Ну, шкала названия, где основными операциями, единственно возможными операциями логическими между этими соответствиями объекта и нашего знака является отношение тождества. То есть либо равно, либо не равно. И тогда, в зависимости от наших задач, мы постулируем, все яблоки одинаковые, и приписываем им какой-нибудь код. 1. Груши, код 2. Что там еще? Сливы, 3. Ну, тут дальше можно продолжить уже, я думаю, не составит труда. Смотрите, какая штука. Вроде выглядит это как цифры, как число, да? Но мы не можем с ними никаких других операций делать, кроме как, что единица равна единице. Все. И больше мы ничего с этим сделать не можем. Почему это важно? Потому что потом, когда мы захотим сравнивать какие-либо объекты, признаки по нашим этим самым полям, у нас будет очень ограниченный набор методов. То есть мы не можем по этим данным посчитать средний. Тут как бы пюре овощное, фруктовое, да, что это получится? То есть оно не будет соответствовать. Или мужчина и женщина, что значит средний? Да? Нет, ну сейчас, я думаю, можно, да? А тогда еще, во время оно, это все было как бы так строго. Ну смотрите, либо этот ряд может быть большой, или, например, кодируется 1, 0, допустим, мужчина, женщина. А? Сейчас получится. Спокойно. Почему вот это удобно? Потому что когда мы считаем, то есть у нас получается, если по вот такой вот, это называется отдельная шкала дихотомическая, то мы получаем процент. Но если мы берем за единицу мужчин, то мы получаем процент мужчин в этой самой нашей базе данных, в таблице или выборке. По большому счету никакой разницы, да, какими цифрами обозначать мужчин и женщин, никакой разницы нет. Можно наоборот. Может здесь 35, здесь 254. Да? Но тогда не будет вот этой красоты дихотомической переменной. То есть мы не получим вот этого самого естественного самого процента. Цифры, числа использовались для кодирования номинальных признаков тогда, когда действительно были ограниченные вычислительные мощности. Сегодня мы можем не использовать кодировку с помощью цифр, а просто записывать сразу текст. Какая разница в вычислительных мощностях и в ограничениях? Текстовое. Вычислять там нечего. Текстовое почему? Нечего вычислять. Нечего вычислять. А, например, вот, скажем, мы берем мужчин и женщин и не знаю, что там. Процент мужчин в каком-то слове. Да. Доля алкоголиков среди мужчин и доля мужчин среди алкоголиков. Конечно. Конечно, конечно. Вот. И экономнее хранить. То есть как бы цифру это Цифру проще один хранить. байт, а там, Да. букву надо хранить уже. Да. Вот человек знает толк в хранении цифр и слов. Но еще одна проблема есть, потому что если у нас каким-то текстовым образом все это забито в базу, а сейчас мы часто сталкиваемся, какие-нибудь просто там доморощенные источники данных делаются, или просто там кто-то что-то пропарсил, загрузил, там оно так и осталось. Понимаете, какая штука? Машина, она тупая, еще тупее, чем человек, и любой пробел
будет воспринимать как отдельное значение. Любую опечатку будет воспринимать как отдельное значение. То есть в этом смысле с текстовыми данными возьми больше. Он же не поймет. Да, что и груши, например. Ну, фрукт появился. Ну, понятно с этим, да? Это способ измерения номинальной шкалы, только отношения тождества. Соблюдается или не соблюдается. Но, слава богу, как бы есть еще другой тип шкалы. Это шкала порядковая. Порядковая шкала, когда к отношениям тождества или различия добавляются еще значения больше или меньше. Ну, больше, может быть, меньше. Да. Смотрите, тут уже получается гораздо интереснее картина, потому что мы, например, можем таким вот образом закодировать образование. Начальное, среднее, высшее, предположим. То есть высшее образование больше, чем среднее, и больше, чем начальное. А это уже позволяет нам не только сравнивать эти самые между собой, находить там какой-то средний там, и прочее, средний процент отклика, там, допустим, по этим шкалам, но и считать какие-либо корреляции. Корреляция – это связь между двумя признаками. Ну, например, мы можем, в порядке, я уже приводил пример образования, есть так называемая шкала Ликерта или Лакерта, по-разному. Кто на что учился, так по-разному и произносит. Скажем, мы можем скорее удовлетворен, совершенно удовлетворен, скорее удовлетворен, да? Нейтрально, то есть как пятибалльная шкала, где с одной стороны 2 плюсика, потом 1, потом 0, потом минус и 2 минуса. Да? То есть какая-то вот шкала такая вот отношение. В принципе, порядок, потому что 2 плюса больше, чем да? Мы можем смотреть. Ну или, например, степень религиозности. И если мы начинаем сравнивать, допустим, уровень образования и степень религиозности на каких-либо масштабных международных исследованиях, то, скорее всего, там будет зафиксирована обратная корреляция. Чем выше образование, тем ниже степень религиозности и наоборот. То есть это мы уже говорим о том, что два признака связаны между собой. Мы знаем направление связи, мы знаем силу связи. Ну, направление плюс, это значит, ну, обычно в корреляциях, немножко отвлекусь, от минус единицы до плюс единицы. Бывают разные критерии, там очень много всяких там непараметрических тестов и прочее, но для такого примера нормально. Знак характеризует, знак коэффициента корреляции характеризует направление связи. Прямая плюс или обратная минус. А модуль этого самого коэффициента характеризует силу связи. То есть, допустим, 0,9. Это прямая, сильная связь. Там еще есть такие дополнительные нюансы, насколько вероятно, что мы примем эту связь как данную, что она присутствует, имеет место быть, и не ошибемся. То есть это еще там будет идти о доверительных интервалах. Вероятность того, что мы ошиблись, используя этот коэффициент как коэффициент, отражающий реальность. Но это опять-таки потом. Третий это метрическая шкала. Внутри метрической шкалы там выделяют два подтипа. Шкала интервальная, шкала отношений. Разница между ними состоит в том, что в одном случае 0 условный, а во втором реальный. То есть, ну, допустим, температура по Цельсию. Это условно 0. Мы просто так договорились. Раньше какие-то это были существенные заморочки, сейчас они полностью все в один тип загоняют. И смысл состоит в том, что мы можем тут не только определять больше и меньше, но и плюс-минус. Вычитание
этих самых числовых кодов дает нам реальный содержательный смысл. И вот это наиболее вкусная, наиболее содержательная шкала, которую, в принципе, используют для анализа данных. Но не всегда так бывает. Значит, это у нас были типы шкал социологии, да, способы измерения. 3 способа, которыми мы означиваем наш объект. Либо говорим, что этот мухи отдельно, котлеты отдельно, либо это больше, это меньше, либо можем вкладывать и вычитать, что вот нам больше всего нравится. Означили 3 способами наш объект, и в принципе можем приступать к данным. Ну, честно говоря, никакого красивого, вкусного определения данных я так и не нашел. Искал очень долго. Поэтому придется, видимо, выдумывать. Что такое данные, скажем, что такое данные, что значит данные, когда мы используем это слово в повседневной жизни? Чаще всего это какие-то сведения. Вот поступили данные на преступника. Что это означает? То есть у нас есть какой-то один объект, который описывается различными характеристиками, по которым этот объект можно отличить от других объектов. В принципе, это достаточно. То есть, по сути дела, данные представляют собой в общем виде вот эту самую экселевскую таблицу, где по строкам у нас идут объекты или события, или, чтобы не заморачиваться, просто запись. Тоже так иногда называют запись. Это могут быть транзакции какие-либо, чеки, платежи, подключение, отключение услуг, ну и так далее, масса всего. И какие-либо признаки этих записей, или характеристики, или еще называют поля. То есть это, в принципе, признак, поле, характеристика. Объект, запись, событие и так далее. И мы начинаем, по сути дела, либо заполнять эту самую табличку сами, если хотим устроить, допустим, социологическое исследование, или уже сталкиваемся с готовыми такого рода таблицами, когда мы работаем с какой-нибудь той же самой внутрикорпоративной отчетностью. Да? То есть там уже, собственно говоря, созданы эти самые таблицы. Или данные хранятся, их надо просто из хранилища извлечь, устроить себе в удобном виде для этой самой работы. То есть каждый вот этот признак, поле или характеристика может быть замерен в разных шкалах. Помним это, да? Вот это мы таким образом означили их. А кроме того, эти признаки могут быть в разных форматах. И когда сталкиваемся с большими данными, то там очень много мелких гадостей и подлянок может крыться. Например, формат данных, дата. И дата может быть записана бесчисленным количеством способов, практически. Английские, американские, русские, советские, словами, буквами, по первым 3 буквам месяца, полный месяц и так далее, и так далее. И проблема заключается в том, что если у нас одни данные записаны в одном формате, а другие в этом же поле в другом,
машина это просто не поймет. И очень часто мы просто вот видим, как бы все одинаково, все нормально, когда мы имеем обозримый датасет. А оно где-то не работает. Или где-то оно, понимаешь, при копировании из Excel или из HTML какой-нибудь странички сохранил какой-нибудь непечатный символ. Какой-нибудь, знаете, такой кружочек типа знака градуса, который не отображается, и все. И ты начинаешь полчаса возиться, не можешь понять, что он делал, что за фигня творится. Да? Или, например, цифры записаны в научном формате через Е, допустим, да? Или в формате текста. На вид все одинаково. Но там возникают эти самые проблемы. То есть с этим надо быть, опять же, крайне внимательным и понимать, что здесь может быть минное поле. Значит, что дальше? Ну, допустим, мы вот это дело все собрали наши объекты. Я можно еще вернуться все-таки к получению данных. Да. То есть вот если, вот как я просто понимаю, что данные появляются в результате применения серии операций по отношению к объекту. Да. То есть первая наиболее естественная операция по отношению к объекту — это номинация этого объекта. Да. Мы получаем некое... Ну, смотрите, у нас есть есть наша задача, да. наша проблема, которая касается какой-то части реальности. В этой части реальности находится куча всевозможных объектов, объектиков и прочих характеристик. И вот и каждое вот это самое, то, что мы интуитивно или онтологически предполагаем, что имеет значение, мы выхватываем и приписываем ему тот или иной числовой или какой-либо другой текстовый код. То есть... Естественно и неестественно операции, мне кажется, это неправильно. Ну, в данном случае. Мне важно, что по отношению к объекту, который выделяется из практической задачи, мы видим какой-то объект. Ну, то есть есть некая направленность той или иной задачи. Да? Если нас интересует приток-отток клиента, то мы смотрим на этих клиентов, на динамику и так далее. И там много разных объектов, в общем, может быть. Но наше внимание привлечено уже каким-то образом к этому делу. Дальше мы применяем к этому какую-то процедуру, да, разграничиваем, не знаю, эти объекты. У нас появляется список этих объектов. По отношению к каждому объекту мы можем, применяя какую-то онтологию, типа как ты про самоубийство рассказывал, мы можем выделить набор признаков, да, потому что если это одна онтология, то там будет один набор признаков, полей, характеристик. Если это будет другая онтология, то другой набор признаков. То есть я понял, тебе не хватает примера. Примера не хватает с практической жизни. Я просто пытаюсь, когда ты говоришь, понятно, что такое данные, я пытаюсь понять, как мы приходим к этим данным. Да? Они же не валяются сами по себе. Это то, что мы получаем в результате познавательных, грубо говоря, процедур, выполняемых нами по отношению к объекту. Или каких-либо хаотических, привычных и прочих. Ну, вот, например... Это тогда как раз вопрос, да? Потому что Егор говорит, что данные не валяются, они сейчас валяются. Если ты наталкиваешь свои цели, если таблички покажу, если поставляет тебе данные как табличку, организованную из строк и столбцов, то на этого много валяется. И вот у меня по этому поводу как раз вопрос, что из того, что валяется, является данными, а что хаотическим набором сведений. Или это без разницы, мы все это будем называть данными, потому что, минимум, что я понимаю из того, что я привыкла считать данными, может быть, это неправильно. Это то, что если мы имеем набор этих признаков, то они должны быть измерены единообразно. Да. Они могут быть измерены по разным шкалам, там могут быть то есть из каких антологий мы их взяли, как мы придумали, это не важно. Но для всех, например, объектов, к которым они относятся, они должны быть измерены единообразно, стандартизированы. А тогда вот это то, что я привыкла считать данными, и про что я уверена. А тогда второй вопрос про объекты. А объекты, они то, что у нас по строкам идет, к этому тоже есть какое-то требование, или там может быть тоже все что угодно? То есть, какое ограничение тогда на эту объективацию, то есть по какому признаку они там появляются? Или, нету такого требования, чтобы там что-то тоже выполнялось по этому поводу? Это просто масштаб нашего
То есть предельный уровень обобщения, скажем, события. Что значит событие, скажем, в биллинге мобильного оператора? Да все что угодно. Просто тогда на каждое событие должен свой быть идентификатор. Да? Ну вот смотри, опять же, Объекты должны быть опять же, разные. про количественные данные социологии, да, я понимаю, что там вот в этом смысле квазиобъектами являются респонденты. Ну, то есть люди, да, которые прошли через стандартизированную процедуру опроса. Но это не просто себе люди, на них накладываются требования, они тоже каким-то единообразным образом отобраны, к примеру, да, если это выборочный эксперимент. Или, в зависимости от того, какая выборка, таким образом отобрана, но тем не менее, они тоже в этом смысле как-то попадают туда по стандартной процедуре. Ну, то есть ты имеешь в виду вопрос процедуры отбора объектов. Я имею в виду, да, что из табличек, организованных по строкам и столбцам, можно считать данными, а что можно считать хаотическим набором информации. Ну, то есть есть ли какие-то, не знаю, там, универсальные требования на какой-то порядок? Каждый пляшет так, как умеет, практически. Такая ситуация печальная, кстати. Ну, смотри, я просто что тут услышал. Есть принципиально разный подход, скажем, условно говоря, его можно назвать научно-социологическим формированием данных, да, и вот этот самый бизнес-аналитическим подходом, да, потому что, для меня это было первое время очень сильным таким шоком, потому что социологу очень удобно. Он себе сразу придумал выборку в 1500 человеков, и вот надо задать удобные для человека вопросы. Значит, вернее, не для человека, для себя. Для себя. Вот он гипотезы что-то придумывает и прочее. Вот у Ивана как-то в Фейсбуке одна милая студентка социологиня решила помочь сайту ДЛК и придумала такой вот опросник. Да, для того, чтобы люди, она делала дипломную работу, как раз тот случай, когда это нафиг не надо вообще. Никакую курсовую, да. Вот нафиг не надо просто чтобы что-то показать, что она что-то провела. Да? И все вот эти вот онлайн-опросы там, да, это такое расстройство такое. Вот. Ну, и она как нормально спрашивает, что один из вопросов, что-то вроде: скажите, пожалуйста, а какие темы, да, какие проекты вас больше всего интересуют, да, на какие проекты вы готовы пожертвовать деньги? Ну и там культура, спорт, образование, и все то, что у нее было в голове, она там вывела, да. Вот, то есть это как раз случай того, да, что человек сам не задавался этим вопросом ни разу. Вот на какой? Культура, наверное, да. А чеканка сувенирных монет талеров с погоней, это входит в это или не входит? Да? Вот когда мне задают конкретный вопрос, я начинаю понимать, о чем идет речь. Да? А вот культура это ни о чем. Что это такое? Проект в сфере культуры. Это вопрос онтологии, который обязательно стоит. Точно. Вот смотри, это, понимаешь, вот смотри. Это пример к тому, что онтологии бывают разные. Да? Бывает вообще абсолютно такая наивная детская онтология, хлоп-хлоп-хлоп, сейчас мы спросим, они нам ответят и так далее. Есть другая штука, другая крайность. Когда ты начинаешь работать с теми данными, которые есть, других нету. Например, проблема, человек записывается на прием зам генерального директора одного мобильного оператора по поводу обрывов связи. У него постоянно падает связь. Ну и надо подготовить какую-нибудь докладную записку по поводу этого самого связи. Как у этого абонента вообще что происходило? А что это может быть? Это может быть кривая рука абонента, правильно? Самый первый такой нормальный способ, чтобы ничего не заниматься, там дурак. Да, отличная гипотеза, но ее надо проверить. А проверить ее, мы же не можем сказать, что, товарищ, у тебя руки кривые, да? Почему? Потому что нам так кажется, нам так проще, да? Это значит, чтобы проверить эту гипотезу, ты должен все прочие гипотезы отвергнуть. Какие прочие, да? Кривой телефонный аппарат.
Бывает такое? Бывает. Ну, бракованная партия пошла и прочее. Но это тогда можно как бы начинать проверять. Но когда начинаешь это проверять, понимаешь, что вот у каждого телефона есть email. Это номер, условно говоря, его подпись. То есть там производитель, страна-производитель, модель и, по-моему, даже версия прошивки, EMSP, Email Serial Version, да, там 14-значный какой-то код. Но там начинается следующая петрушка, что нормальных, по сути дела, словарей нет. То есть часть телефонов ты просто не опознаешь, потому что этого телефона нет. Вы не представляете, какие дичайшие модели приходилось видеть в базе. То есть какой-то кнопочный аппарат, выпущенный для рынка под акцию какого-то оператора, скажем, там в Нигерии. Вот как он сюда попал, непонятно. Но такие есть. Есть перебитые email, да? Перепрошитые, да, конечно. То есть он как бы вот один телефон, но выдает себя за другой телефон. Есть пустые поля, да? Вот такие вот. А сериал-версия тоже отдельная этот самый. Там, опять же, все там кодируется так, чтобы просто нельзя было посмотреть и сказать, вот так это же такая версия. Это же Apple, там, 9-я прошивка айфона очень хреновая вышла. Нет. Там ну каким-нибудь другим этим самым каким-то кодом, где найти эту таблицу. Это мы разобрали только телефоны и прошивки. Есть задачи базовых станций. Но все равно для того, чтобы тебе проверить эту гипотезу с телефонами, тебе нужно переорганизовать те данные, которые ты можешь найти в разных местах, Да. в однотипную таблицу, где все объекты будут телефоны, а все признаки тоже у тебя будут стандартизированы. Я правильно понимаю? Да. В этом смысле разница в подходах только в том, что ну, как бы, ты можешь формировать базу данных изначально, и ты можешь формировать ее ну, как бы, по вторичным источникам. Но требования к этому датасету, ладно, не да, данным, да. а вот к сету, с которым ты работаешь, они одинаковые. Это однотипность объектов и стандартизация измерений. Да? Да. Там просто хорошо. Если Да. все то же самое, нечего. Там сложнее. Нет, ну это понятно. Да, там вообще кошмар. А есть какая-то разница между данной и датасет? Ну, скажем так, данные это вот, наверное, то, о чем Оксана спрашивала. Да? То есть датасет, он четко делается под задачу. То есть, как это выглядит? То есть, есть хранилище данных, где лежит куча табличек. По телефонам, по базовым станциям, по платежам, по начислениям, по звонкам, ну и какие геолокации, какие-то там, куча всего лежит. Да? То есть, если ты все это в одну таблицу соберешь, у тебя все рухнет. Да, у тебя рухнет просто-напросто. Поэтому ты начинаешь резать. Вырезать из этого датасета, ну, по свою конкретную задачу. Да, например, для... Датасет это выгрузка из общей базы Да. под задачу. Под задачу. Окей. А вот по отношению к понятию данные в единственном числе можно использовать или это теряет сразу же смысл? Ну, конечно, смысл теряет. Данные. Ну да, вот. На с чем его сравнивать? Это данные с каким-то другим данным надо сравнивать. То есть данные это... Когда ты говоришь про набор как бы, разнородной информации, она тоже ни с чем не сравнима. Ну, нельзя Ну, сравнивать. хорошо, давайте тогда поступим Число проще. плюс, Давайте конечно. скажем, что есть неполные и грязные данные. Нет, ну, Вот когда мы берем неполные или грязные данные, их чистим, тогда у нас получается все хорошо, и как має быть. Да? Но такое встречается редко. Например, куча текстовых данных. Там же ужас просто, что творится. Там под каждую запись нужно делать свои словарики, там использовать каким-то образом, считать частоту, там, Словарь это вспоминаемости. данные или не данные? А? Словарь это данные или не данные? Словарь. Орфографически. Ну, или толково. Он, наверное, все-таки, ну, в каком-то виде да. То есть, ну, скажем, картотека это протоданные. То есть, Ну, словарь как номинальная шкала, например. ну да. То есть, Список имен. проблема в чем? Что вот, данные, еще важная характеристика, помимо стандартизации, хорошо бы, вот если мы говорим о данных, хороших таких, красивых, да, они должны быть машиночитаемы. То есть если они плохо читаются, да, то нам очень много усилий
надо потратить на то, чтобы их каким-то образом превратить в удобоваримое это самое свойство. Это вот, конечно, болезнь уже этого обработки всего на свете и обязательно... Слушай, ну вот когда я смотрел... Гигантомания бесконечная, то есть... Нет. Вот мне в этом месте как бы интересно не как бы там лингвистическое определение еще чего-нибудь, а вот этот как бы принцип, да, по которому мы, ну, не в смысле, как бы, что там такое данные вообще, а принцип, по которому мы отделяем те данные, с которыми как можно работать, ну, вот, которые там подвержены как бы операциям, там еще чему-нибудь, и как бы то барахло, которое для того, чтобы с ним работать, еще нужно почистить. Да? Ну и в этом смысле, вот, ну, не знаю, меня как бы машиночитаемся, я понимаю, что это сейчас, ну, как бы важно, особенно если мы там про большие массивы или еще про что-нибудь. Ну, вот, ну, это, по-моему, вторичный, акцидация, то есть не самое главное. Ну смотри, ну конечно, ты понимаешь, в чем проблема? Когда мы уже касались вопроса больших данных, в них практически не бывает чистых, незасоренных данных. И это очень большая часть времени тратится на то, чтобы это все было почищено. Особенно с текстовыми данными. Вот, кстати говоря, забавная штука есть, да? Это недавно портал DevBuy сделал какое-то интервью, и там про какой-то наш стартап белорусский, с которого, значит, Google переманивает специалистов. Вот. И типа в шапке было написано, что мы вот учим людей нейролингвистическому программированию, а они, гады, значит, берут и переманивают. Но смысл-то в чем? Что нейролингвистическое программирование не имеет отношения к данным вообще, к программированию в частности. Это чисто такая психологическая школка, своего рода со своим каноном, своими богами и поклонением. Американцы, кстати, не признают эффективность. Особенно Министерство обороны. Там скандал был большой, что никакой разницы не зафиксировано. Лечили наших бедных ветеранов, ничего не вылечили. Вот. А NLP, National Language Processing, да, это вот как раз таки имеет. Да? То есть, как бы, главное не перепутать NLP и, соответственно, NLP. Да. Вот. То есть вот это вот Natural Language Processing. Это когда берутся, по сути дела, парсятся, допустим, какие-то форумы, да, отзывы о нашем там какой-нибудь фирме, к ним привничиваются словарики, которые пытаются каким-то образом охарактеризовать клиента по там, эмоциям, там, не знаю, лояльности там, и прочее, прочее. Там же до кучи искусственный интеллект для того, чтобы понять, о чем он вообще говорит, там, да, каким-то образом взаимодействовать, это все туда идет. То есть вот это одна из таких вот, то есть практически в таком виде, в котором вот, как бы, есть в социологии, да, придумали программу, запустили опрос, кодировщики ввели, все, сидишь перед файлом с PSS, у тебя чистенько, все почистили, давай пиши свою аналитику. Такого практически же нет. Везде будет какая-то фигня, какая-то ерунда, что-то надо чистить, что-то надо добавлять и прочее, прочее, прочее. Или, например, вот тоже был случай Open Data, вот Алина была тут, убежала. Значит, лаборатория открытых данных. И там ребята запарсили сайт Минской ГАИ. То есть там ГАИ каждый день сводку, столько-то было задержано за пьянство, столько-то ДТП, столько-то то, все, 5-10. И сделали такой вот наборчик. Естественно, первоначально в этом наборчике были выбросы. То есть что значит выброс? Что у нас, допустим, среднее значение где-то там 20-25, тут бабах 1700 там с чем-то, да? Что за ерунда такая, да? Оказалось, что эти ребята, пресс-служба этого сайта ГАИ, она немножко изменила формат сообщений, и просто вот эта вот программа, которая парсит эти данные, она не распознала, и склеила две цифры, 17, там, допустим, и 28, да? То есть с этим разобрались. Потом, опять-таки, по ДТП какие-то жуткие всплески, ну непонятно совсем, да? То есть 2. Ну так смутно начинаешь припоминать, ага, точно, по-моему, Хавьер был. Ну-ка по дате посмотрим, точно Хавьер, и до этого еще какое-то было это самое тоже страшное событие погодное. И тогда всплеск идет, ага, понимаю, да? Но в любом случае вот эти данные, как бы, они есть, но там, в принципе, ты можешь выстраивать временные ряды,
особо никакой пользы от этого ты не извлечешь. То есть данные еще необходимо каким-то образом обогатить. То есть, например, если бы мы знали, да, допустим, оранжевый уровень опасности погодных условий, подклеиваем по дате погоду, да, у нас начинается уже как-то хорошо смотреться, да, по содержательной. Или, например, мы знаем по датам список акций, которые проводила ГАИ. Операция, допустим, там, пешеход, операция там, скорость, там, что-нибудь такое, да? Вот это уже интереснее было бы, мы сможем оценить эффективность. Операция вообще она как бы пользу приносит, какой-то эффект, да? Этот эффект статистически различается от другого периода, когда эта операция не проводилась. Или это все такое вот как бы. Или, например, если бы мы знали, назначили нового ГАИ, начальника ГАИ. Вот это было бы тоже здорово, да? То есть новая метла идет проницательно, да, у меня свежий взгляд. То есть что-то изменилось в этих самых данных в связи с назначением, да? И вот это вот тоже задача обогащения данных. Вот. И это просто хорошо, если у нас есть классная антология, которая вот просто собирает все это. Нет, часто бывает, что есть, взяли, что есть. Ничего не поделаешь. Обогатитель данных, практическая позиция, про которую ты рассказывал. Да, обогащение, да. В общем, обогатился, да, с этого дела. Нет, иногда на самом деле очень сильно мозги с этим делом сжимают, сны снятся, там ты не можешь смержить какие-то данные, там что-то там постоянно. Вот. То есть, смотрите, мы уже коснулись такого термина, как Big Data, да? Большие данные. И обычный вопрос, за который, наверное, стоит обижаться, это насколько большими должны быть данные, чтобы считаться большими данными. Я, честно говоря, не знаю. То есть максимальный датасет, с которым я работал, по-моему, там было может, 1,5 миллиарда записей. Может быть. Просто до конца никто не даст тебе пролистать все это дело, да? То есть события с базовой станции, там атачи, детачи, какие там подключения интернет-сессии, там просто куча всяких этих самых переменных полей, очень много. Обычно, 5 миллионов. Да? То есть, признак, наверное, самый важный состоит не в том, насколько большие должны быть. Почему? Потому что, например, в социологии, где обычно выборки 1,5–2,5 тысячи, еще рассказывали нам старшие товарищи во время обучения, говорили, что были такие золотые анкеты. Еще в Советском Союзе выборка посчитала, где-нибудь там в Хабаровске можно найти бабульку с высшим образованием и живущую в сельской местности. Выборка так посчитана, значит что, золотая анкета, берут самолет и туда куда-нибудь ссылаясь в командировку, заполнить одну анкету с бабушкой для того, чтобы вот эта самая выборка работала нормально. Да? Вот. А когда данных много, чем это проще, да, что мы в принципе из этого большого количества данных всегда можем нарезать выборку какую-то статистически значимую. Скажем, там 300 человек, мы в любом случае найдем таких бабушек, если у нас данные действительно большие. То есть для того, чтобы сравнивать опять-таки какие-либо эффекты между этими самыми штуками. То есть вот это, во-первых, то есть это вот такая вот, что ли, масштабируемость, да, то есть мы очень глубоко можем углубляться и резать вот эти самые признаки уникальные. У нас практически в любом вот этом самом способе деления этих данных могут быть какие-либо, то есть мы можем нарезать вот эту самую выборку для сравнения. Вот. Это первый, наверное, момент. Почему-то. Насколько большими? Настолько, чтобы позволяло вот там таким образом нарезать. И опять-таки они определенным образом организованы. Это что значит организация? Это реляционная база данных, да, когда у нас есть разные таблицы. Вот. У нас есть таблица платежей, у нас есть таблица абонентов, если там платежи, абонентов. Тут таблица телефонов, которые, да, прочее.
И наши данные, они в принципе могут быть связаны друг с другом. И это означает, что одним из важных обязательно характеристик вот этой самой наших признаков должны быть айдишники. Каждая запись должна иметь свой ID. Каждое событие должно иметь свой ID. Для того, чтобы мы могли нормально, непротиворечиво их связать друг с другом. В случае с этими самыми гаишными событиями, там этим ключом айдишника может быть дата. Дата уникальна. Но тогда возникает следующий вопрос. Юра Павлов, а если у нас повторяющиеся записи? И это тоже возникает проблема. Да? Если у нас удваивается запись, то при подклейке она еще учетверяется, например. Да? И у нас вообще ничего тогда работать не будет, если у нас большая идет перегрузка. Да? Допустим, пустой ключ, не заполненный. Да? Мы присоединили пустое поле, там 200 тысяч пустых полей, здесь пару миллионов пустых полей и все. Прибегает взбешенный админ с горящими глазами и спрашивает, кто повалил сервер. Почему такой запрос есть? Да? Есть такой, знаете, специальный язык SQL, Special Query Language. Да? Ну, это такой вот практически логический язык для того, чтобы из этих самых извлекать, из источников данных извлекать информацию. Ну и самый такой большой прикол, это когда приходит какой-нибудь неофит, который знает одну команду select, выбрать, да, брать select, звездочка, двоеточие. Это означает выбрать все. И тогда все начинают эти самые сервера, как бы, да, пока им кто-нибудь не прибежит, не даст по рукам. Вот. И пару слов, наверное, про способы склейки данных для вот последующей обработки. Это называется процедура join. Это чисто круги Эйлера. Ну, давайте еще будем такой. То есть, вот, наверное, основное различие вот этих самых мышления с большими данными от традиционно таких, что ли, социологических, психологических табличек с результатов опросов, да, это вот мышление вот этими самыми реляционными категориями. Когда мы по какому-либо ключу, да, начинаем склеивать два набора данных, тогда мы должны понимать, что мы получаем в итоге вот этих самых наших действий с базой данных. Да, то есть, ну, left или right, это понятно, что вот один датасет имеет неполные характеристики, ну и пусть с ним, да. Здесь мы получаем запись объекта, которые есть и там по ключу. Здесь мы сохраняем все, что здесь есть, ну и попутно чем-то обогащаем. Да? Здесь мы вообще склеиваем два набора данных, есть там ключи, нету ключей. Ключ — это айдишник, кей, ключ, по которому ты клеишь данные. То есть, ну, условно говоря, ну, это метафора шестеренки, да? То есть у нас должны совпадать вот эти самые ключи, и мы по этим ключам склеиваем данные. Это некий уникальный идентификатор, с помощью которого можно связать записи в одной таблице с записями в другой. Ну, то есть там имя абонента, да, ну, у него может быть что-то уникальное. Ну, можно просто присутствовать внутри системы там, ID, там, ну, номер какой-то уникальный. И, соответственно, в другой таблице там привязать там платежи к такому айдишнику. Соответственно, по этому айдишнику ты можешь их коннектить между собой. У тебя есть, допустим, голосовое поведение абонента и его телефонный номер. Ты хочешь посмотреть, как часто пополняется счет.
а это другая таблица, но это записи, там, вы представляете, кэш, банковские карточки, ЕРИП там, и прочее, там, да? И у тебя просто вот есть записи, которые касаются пополнения счета на этого самого абонента. Тогда ключом будет выступать номер абонента. Вот. Ты по номеру склеиваешь и получаешь для этого абонента его историю платежей. Ну или там опять-таки у него телефон, ты хочешь подклеить, посмотреть, насколько молодая, современная у него модель телефона. Понятно, что в одной таблице все это держать, это очень мается, да? И вот таким вот образом ты просто, ну, задача все совсем склеить. Да? Например, есть сайт, там есть зарегистрированный посетитель. Вот у него ID-шник, да? Есть список комментариев по датам, да? Какие-то заметки, лайки его и прочее. То для группы этих самых посетителей сайтов просто подклеиваешь историю его лайков, его этих комментариев, ну и начинаешь вот это самое боять. Вот это вот как бы основная такая штука с этими самыми данными. Ты можешь пройтись вот по всем этим вариациям, которые ты нарисовал? Скажи конкретно. Ой, сейчас я, честно говоря, не въезжаю. Вот сейчас. Ну, здесь понятно. Это понятно? Нет. Нет? Ну, что такое, как бы, это кругокрейдер, я понимаю. А вот со склейкой, как бы, эти самые. Что с чем и зачем склеивается для того, чтобы получить такую хрень? Здесь все абоненты, здесь все пополнение платежей, пополнение счета. А что на пересечении? За это самое, за какой-либо период. На пересечении абоненты, которые пополняли счет в данный период времени. Значит, здесь они могли положить год назад пару миллионов долларов себе на счет, да, они не попадут. И, соответственно, здесь, ну, какие-нибудь эти самые пополнения счетов, которые там, ну, не знаю, ошибочные, допустим, тоже попадают. Здесь мы хотим сохранить всю нашу базу. Например, есть проекты, которые, ну, не знаю, вот если взять Талаку, да, то есть проекты, на которые собирают деньги, или проекты, на которые деньги не собирают. Да, просто ограничивается помощью, там, коммуникацией, какой-либо, ну, ручками работает и так далее. Да? Здесь у нас будут все проекты, а мы здесь просто подгрузим те суммы, которые были собраны на... Да, тогда здесь получается проекты, которые не собирали деньги, надо будет заменить наше поле нулем, если денег нету. А те, которые собирали, будут как бы подклеены. Понятно? А? Нет. Это вообще непонятно. Потому что у нас есть Две базы. два датасета. Один датасет это перечисление всех проектов, которые Да, существуют. значит, здесь Второй датасет, На плохе были зарегистрированы. да, второй датасет Собирают это проекты, деньги. собирающие деньги. не собирают деньги. Это меньшая база. Да. Да, вот смотрите, вот здесь они все. Если мы возьмем здесь платежи, здесь проекты, сделаем inner join внутренний, мы получим только те проекты, которые собирали деньги. Да. Здесь, вот таким образом, мы получим все проекты, которые были, а к тем проектам, которые собирали деньги, мы еще получим историю платежей. У остальных будут нолики записаны. Ну, потом надо будет ручками пройтись, конечно, ввести это самое, чтобы заменить это самое пропущенное значение нулем. Да? Ну, вот это такой принцип. Здесь, ну, в принципе, как бы, все совсем. А зачем? Ну, одни люди, допустим, платили деньги, другие помогли на волонтерских. И мы получаем базу людей, которые либо то сделали, Ну, здесь либо у нас, то. смотри, здесь у нас просто полное деление вот этого датасета. Вот. Ну, здесь... Либо то сделали, либо то. Либо действие из одной базы, либо другой, и мы видим общую базу, кто сделал, на которых пересекаются признаки и все другие. Ну, антиджойн, соответственно, мы убираем все записи, которые встречаются в двух этих самых источниках данных одновременно.
Там мы их сохраняем, а это обратная процедура. То есть люди, которые и помогали, и платили, Вылетели. исключаются. Да. Ну, то есть обратная процедура. И вот таким вот образом, когда начинаешь понимать, что, например, размерность очень важна этих самых данных. Например, в одном источнике события агрегированы по месяцам, в другом источнике агрегированы детальная, дневная это самое. Да? И, то есть если мы к записи абонента за месяц, где он один, подклеим все его эти самые события, агрегированные по дням, да, то это получится, либо у нас рухнет этот самый датасет, ну, либо получим что-то невразумительное. Поэтому есть различные процедуры вот именно этой самой агрегации. То есть если различная размерность этих самых источников данных, мы в одном должны просто дневные данные свести к недельным или к месячным данным, да, просуммировать какие-то события, там, найти минимум, максимум, и уже на уровне месяца клеить. Вот. Ну, к тому же ключи бывают, опять-таки, не только один, может быть целая батарея вот таких ключей. Абонент, месяц, еще что-нибудь. Ну, да, то есть в этих BPM-системах это аналитики либо оси, по которым строятся. А BPM-система это что? Business Performance Management, большие базы, у которых нет, там не трехмерная привычная, нам, например, Это типа лап кубов вот этих самых, да? Или как? Да. Многомерное просто Да, представление многомерные данных, базы. ну, в принципе тоже. То есть кубы это более удобная онлайн-сервис, что-то там analytical processing, вот это было. Когда вот эти самые таблицы, мы просто знаем, что к таким-то измерениям, к таким-то фактам обращаются чаще всего пользователи, да, и делаем просто такой вот сразу кубик, чтобы они уже крутили те измерения, которые нужны, и мучились вот этими самыми мержами, леджами. Вот. Смотрю, время у нас заканчивается. Ну, я так и не успел рассказать, может быть, и хорошо, про то, какие различные вот из того, что мы как бы делали, вот, как бы уже приблизились вплотную к формированию датасета, что потом с ним можно делать. Какого рода уже алгоритмы на какие задачи отвечают. То есть алгоритмы сегментации, алгоритмы, ну, так скажем, предиктивные модели, те же самые регрессии или там алгоритм классификации, да, то есть когда мы по каким-то признакам можем определить, кто этот абонент, да, или там, кто этот клиент. Все пугаются, что вот Facebook с такой-то вероятностью определил, там, скажем, там, что мужчина, женщина, там, в разводе, не в разводе, там, ну и так далее. Там, Сколько времени осталось? 1 минута. Может просто, ну, как бы номинативно просто назови эти алгоритмы, которые существуют, просто списочно, и про какой-нибудь один расскажи. А потом, если будет любопытно, то мы тебя достанем с этим вопросом позже. Алгоритмы сегментации. Или это называется обучением без учителя. Это, в принципе, кластерный анализ. Например. Двумерное пространство. Это чтобы для примера было, да? И вот какое-то распределение. Задача понять, что перед нами два кластера, два сегмента. Когда у нас две переменные и так все это самое, два измерения и вот так вот распределены объекты, тогда, в принципе, мы можем просто вывести этот самый скаттерплот, так называемый, да, это распределение сразу глянуть. Когда у нас таких измерений 50, например, да, то есть у нас получается многомерное пространство признаков. И там уже в этом многомерном пространстве признаков нужно найти какие-либо гиперплоскости, которая бы это многомерно каким-то образом разделила и вывела вот это самое объект. Так, ну это вот обычно это кластерный анализ, это двухшаговый, Каминс, Гэминс, там очень много ближайшего соседа, очень много всего здесь
различных метрик, различных расстояний, по которым все это самое считается. Тут очень, ну, достаточно много всего. Да? А можно вопрос? Да. А каким методом ну, чаще пользовались ну, для кластера? Для кластера обычно двухшаговый анализ. Двухшаговый two-step, потому что К-средних, он гад врет. Это видно. Это видно и прочее. Но у меня основной как бы, критерий, я получаю что-либо вразумительное по итогам, да, или нет. Я могу это себе как-то объяснить или нет. Вот это как бы одна из таких задач, приобрести ту самую осмысленность онтологическую для того, чтобы вот, ну, представлять, что ты получил. Потому что, ну сколько я не пробовал использовать нейронные сети Кохенена, да, я не понимаю. Чего оно там делает, какие карты строит, как, что, вообще непонятно. Так, еще одна задача — ассоциации. Ассоциация или ассоциативное правило. Алгоритмы, например, априори. В принципе, все это можно посмотреть в той же Википедии, куча всяких там видео есть на Ютубе и прочее. Что они делают? Они, по сути дела, отвечают на вопрос о корзине покупок. То есть, если у нас большой какой-нибудь продавец, чем там, торговый центр, продуктовый магазин и прочее, то они все делают те самые, по чекам можно восстановить вот эти ассоциативные правила. Пиво, чипсы, да? Бутылка кефира, полбатона. Да? То есть, ну, вот это вот, в принципе, это самое, вот они вот это выясняют. Это на самом деле не так просто, потом, как бы, для чего торговые сети дают карточку покупателя, скидочную карточку покупателя. Вот для этого? Смотри, какая подлость. Они знают, что покупают люди, но ничего про этих людей не знают. А тут ты сам приходишь, ну ладно, чувак, тебе скидочку дадим, да, 5% в месяц. А ты, да, по возрасту, образования и так далее, ты уже привязываешь вот эти ассоциативные правила, да, получаешь нормально обогащенные данные, и потом уже идет адресная реклама или программа скидок, рассылки и прочее. Так, и что у нас еще осталось? Так, ну и задача еще тоже так называется, типа классификация. Классификация. Здесь возможно два варианта. Бинарный признак. Ну, тоже 0 единица. Или непрерывный. Ну, что значит непрерывный? Например, доход. И здесь мы можем использовать, ну, например, линейную регрессию. По куче признаков мы начинаем считать, каким будет счет клиента через что-то. А эти предикторы, которые нам будут помогать в этом, это будут наши эти самые манипулятивные наши дергания за веревочки. Да? Да, да. Если мы на них можем повлиять. Вот. А бинарный — это, например, дерево решений. Это целый класс методов дерева решений. Когда нам нужно определить, ну, например, уйдет клиент, не уйдет клиент. Они, как правило, вот эти алгоритмы дерева решения — это обучение с учителя. То есть мы выбираем, делаем выборку клиентов, которые ушли, вырезаем выборку таких же клиентов, которые не ушли. У нас есть уже признак, таргет, да? Целевая переменная, 0 единиц, уйдет, не уйдет. И потом на вот этой самой выборке обучаем наш алгоритм
он подбирает всевозможные эти самые критерии, признаки, и с определенной долей вероятности нам отвечает, что вот этот товарищ попадает в группу риска, а этот не попадает. Там тоже есть масса нюансов, например, деревья решений. Нейронные сети, они практически везде теперь, поэтому отдельно их не это самое. Господи, ассоциативно через цены писал, какой черт, я устал уже, заговорился. Вот, они склонны к переобучению. Склонны к переобучению, то есть они очень чувствительны к шуму. Вот. Поэтому, как правило, такой используется метод, что мы тренируем нашу модель на этой тренинговой выборке, а тестируем на тестовой. И тогда вот эти лишние флуктуации, случайные какие-то штуки, да, они просто должны уходить. Ну, как бы по задумке. Вот. А так методы катастрофически быстро развиваются. Ну, кстати, здесь может быть даже этот самый дискриминантный анализ тоже. Вот. Признаков, если может быть логистическая регрессия для, практически есть random forest, это такое обобщение деревьев решения, то есть там для задачи строится не одно дерево, а целый лес. Целый лес, и потом эти деревья, лес этот голосует, типа вот сам внутри, что-то там соображает, типа мы принимаем это, не принимаем. То есть, вот. И напоследок я просто хотел сказать, что чем сложнее и больше шагов при подготовке данных мы сделали, чем больше преобразований, чем навороченные методы анализа, тем, увы, сложнее интерпретировать данные. То есть сейчас вот эти самые задачи искусственного интеллекта, вот эти нейронные сети, они практически очень слабо интерпретируемы. То есть оно работает. И всякий раз, заходя на Amazon, нам подбрасывает какие-то, вот с этим товаром покупали еще вот это, да? Покупайте. Но почему оно подсказывает нам? Почему оно так обучилось на прошлых выборах? Так сложилось. Вот, пожалуй, на этом вопросы, пожелания. Охи, ахи, вздохи, перегруз мозга. Есть какие-то, Николай, есть какие-то специализированные программы, я так понимаю, Полно. которые все это делают, да? Сейчас они, во-первых, есть абсолютно бесплатный пакет R, который фактически на свободной лицензии как бы не для бизнеса. Но все бизнесы тоже пользуются им, потому что это халява, но там больше надо кодировать. То есть ты пишешь просто код, и это самое R можно спокойно скачать. Есть куча программ, начиная от IBM-овских SPSS Statistics, SPSS Modeler, Rapid Miner всевозможные тоже. То есть там Rapid Miner, по-моему, там лицензия до 10 тысяч объектов в нашем наборе данных бесплатно. То есть, в принципе, для каких-то локальных задач это вот так вот выглядит эта самая старая версия IBM SPSS Modeler. То есть я здесь абсолютно не вижу вот этих самых таблиц, просто пишу логику обработки данных. Создаю поля, агрегирую там, и прочее. Вот. Такого софта и появляется очень много. Если к этому еще добавить всевозможные решения по поводу визуализации данных, то тут начинается просто с сайта в интернете, куда ты просто грузишь свои данные, и он тебе рисует красивую картинку, заканчивая какими-то комбайнами, как табло, например. ClickView. То есть это элементарно гуглится, программы для обработки данных, программы для визуализации данных, и там просто где-то был агрегатор, там, по-моему, чуть ли не 1500 всевозможных этих самых программ. Причем все начинает интегрироваться, взаимодействовать с R вот этим самым. Базовый язык, где это все растет, это статистика, климатическая статистика.
Но если говорить про дата майнинг или дата сайентизм, вот это дата сайенс, то здесь это пересечение нескольких полей. Обычно это программистские скиллы, и тогда они работают, допустим, на языке Python, R опять-таки, да, математика и статистика, какая-либо вот эта доменная экспертиза, например, телекомовская, там, социальная там, и прочее. Да? Дата-процессинг, искусственный интеллект, machine learning, ну, то есть все вот, ну, в таком клубке, где найти какого-либо совершенного специалиста во всех этих областях, которые затрагивают Data Science, да, практически невозможно. Кто-то на чем-то... Вот. Я не кодер, я кодить не умею, но потом у меня как бы вот типа социальная антология за мной и вот немного статистики. Да? А есть ребята, которые прекрасно кодят, но скажи от забора до обеда, они будут от забора до обеда. То есть там очень много такого, ну, пространство еще, строго говоря, не структурировано, да? И оно вот как раз сейчас вот только набирает такую вот свою структурацию. Все? Спасибо.